Бисмилля, альхамдулилля. Мы продолжаем наблюдать, как кремлевский режим в Чечне с помощью чеченоговорящих манкуртов резко наращивает информационно-пропагандистскую кампанию против чеченского народа, системно искажая историю и навязывая ложные нарративы. سين ده دقي شولش دوست دقتيجا دول حل شين تان وش خلش يسر بين لحتك خل تير حل تير عقيدة تيردوق تار وين دو حل دقنا كودو تيه أقوي إدوز نشلر دل سونخه وين إغاز وتخلرن بيلغلونش ملغنش قلقون تيجاتا مامداش На этом видеоролике Магомед Хитанаев на канале Чига ТРК заявляет, что участие чеченцев в войне в Украине под российским флагом является джихадом на пути Аллаха. Это лишь короткий отрывок из часового эфира. Однако данное утверждение основано исключительно на одном пропагандистском лозунге. Все, что делается на пути Ахмата Кадырова, якобы автоматически является джихадом. Таким образом, в сознании людей, особенно нашей молодежи, целенаправленно закладывается идея, что путь Ахмата Кадырова и есть настоящий джихад в соответствии с Кораном и Сунной, а любой погибший на этом пути – шахид. В связи с этим стоит напомнить реальную историю этого пути. Почти все ближайшие соратники Ахмата Кадырова, входившие в его узкий круг посвященных, и которые стояли непосредственно у истоков этого пути, были впоследствии убиты самим Рамзаном Кадыровым или по его приказу. Рудника Дудаева, как мы помним, сожгли заживо в вагончике. Хусейна Исаева взорвали вместе с Ахматом. Атлангиреева Маулади запытали в Хосе-Юрте. Руслана Ямадаева застрелили в Москве. Сулейма Ямадаева застрелили в Дубае. Маулади Байсарова застрелили в Москве. И это не полный список. Но есть человек, который перевешивает всех убитых по уровню осведомленности и может выступить прямым свидетелем этих преступлений. Этим человеком является Аднан Музыкаев, ближайший соратник и подельник Ахмата Кадырова. Ранее мы уже обращались к Аднану с предложением сделать совместный эфир с Ибрагимом, человеком, с которым он познакомился на Кипре и которому уже частично рассказывал о настоящей сущности пути Ахмата. Аднан, ты обещал Ибрагиму обновить свой паспорт, приехать в Германию и продолжить начатый разговор, чтобы открыто рассказать о том, что видел своими глазами. Словами это передать крайне сложно, то, что ты рассказывал. Было бы крайне важно, чтобы ты сам изложил факты из первых уст. Валлахи, у многих после этого откроются глаза. Аднан, от смерти не убежишь. Возможно, этот шаг зачтется тебе перед Аллахом, а чеченский народ наконец прозреет и освободится от лжи и заблуждений, которые ему сейчас активно внушают и навязывают.